есть, если есть, ну как, ментор это человек, который вам даст, ну, больше всего ускорений, нежели остальные. Потому что это человек, который уже зарабатывает ту сумму, которую вы хотите иметь, и который будет максимально вам полезен. То есть советую побыстрее найти человека, который найти себе ментора. Второе это ученики. Допустим, это то, что я сейчас делаю, да? Обучаю людей, ну, скажем, как начать заниматься делами и так далее, и так далее. Тут что больше работает? Допустим, вот я учу людей, да, вот вы спросили про лендинг. Вот. Для меня как бы, ну вроде бы, ну, человек со своим бизнесом, да, и так далее. Вот. Вы спросили, и у меня такое, ну я это знаю, и для меня как бы очевидно. Вот. Видя то, что кому-то это может быть не очевидно, я понимаю, что такое же может быть у меня. То есть это как видеть как бревно в чужом глазу, да? Типа, я закрываюсь, но вот когда общаешься с людьми, с ребятами, то я понимаю, что я тоже чего-то в любом всякое не знаю. Такого плана. И также разбирая чужие вот эти трудности, боли, да, ты как бы уже переживаешь их опыт и считаю, у тебя появляется уже, ну, перенимаешь их опыт решения такой-то задачи, скажем так. Вот это же крутая штука. Так, еще, что еще ускоряет, это клиенты. Какие клиенты бывают? Бывают дешевые клиенты, которым вы продаете, возможно, можете продавать такой, ну, некачественный материал, да, ну как обычный, простой, да, без каких-то супер уникальностей и так далее, и так далее. Но с такого клиента вы будете получать меньше денег, да, ну, там, чуточку денег. И, соответственно, вот, если у вас чисто такие клиенты, вы не растете. Вот. И есть такое еще те клиенты, которые требуют больше, чем вы даете. То есть это дает вам стимул расти, скажем так, улучшать свой продукт, сервис, скажем, внедрять какие-то новые услуги, да, и так далее, и так далее. То есть клиенты сами собой тоже помогают нам развиваться. Поэтому нужно стараться как можно. Это сервис якутский, вот сервис так по идее, ну, хромает. Но сейчас более-менее становится, ну, вот, лет 5 назад это была жизнь, короче. Ну, как сказать. Это было жестко, короче. Вот. Поэтому клиенты тоже очень важны. Старайтесь выбирать, чтобы расти. Это как бы некомфортно работать с такими клиентами, да, но за счет этого вы растете. То есть растет ваше предприятие, и вы получаете хорошие кейсы. То есть вы можете сказать, вот у меня был такой крутой клиент, да, скажем так, если вы в сфере B2B задействованы. B2B это в смысле, что значит B2B? Бизнес для бизнеса. Рекламный бизнес, например, да? Ну, разно, всяко разно. Короче, повышать уровень клиентов своих. Да. Стараться максимально каждый раз клиентов с большими запросами обслуживать, скажем так, удовлетворять потребности. Так, опять же, и четвертое это у нас получается партнеры. Помните, была такая техника 1 плюс 1 это равняется 11, да? То есть все мы разные, у всех разный опыт. На конкретном примере могу привести человек, продукт, да? Кто знает, что такое человек-продукт? Это человек, который умеет создавать продукт, но не умеет его продавать. Скажем, у него есть идеи, он генератор идей, он что-то создает, что-то делает, да? Вот, что-то умеет все это упаковывать там, и так далее, но не умеет продавать, скажем так. Это человек-продукт. Сам по себе он может, конечно, но ему будет очень сложно двигаться, да? Работать, будучи одному. Но он может скооперироваться с человеком продажи. Так, продукт. С человеком продажи. Например, это человек, который умеет продавать, умеет настраивать контекстную рекламу, допустим, да, знает, какие продажи можно, скажем,
вообще может вести переговоры, да, настраивать тот же Инстаграм, вот этот СММ, в общем, да, социальные сети, писать, возможно, какие-то тексты, да, вот, ну, придумывать оффер и так далее, и так далее. То есть вместе они работая, они достигнут более больших результатов, чем каждый по отдельности, скажем так. Вот хорошо, это не обязательно партнер, да, вот. Это может быть просто сотрудник, это может быть какой-то руководитель отдела продаж, да, скажем так. То есть я, допустим, не умею нанимать людей, скажем так. Я просто найду человека, там, вот этого, HR-директора, который занимается наймом персонала, да, то есть он в этом лучше разбирается, чем я, и как бы он решит вот эту проблему, да, скажем так. Я могу найти руководителя отдела продаж, скажем так, он не имеет там нужных ребят, обучит и так далее, вот, скажем так. Вот. Ага. Это четвертое. И пятое. Ну, друзья, это ваше окружение, да, то есть те, с кем вы общаетесь. Есть такая штука, допустим, есть и была такая техника, как банка с огурцами. Кто знает, что это такое? Что это называется, банка с огурцами? Где воду можно в конце налить, да? Что? Где можно в конце воду налить, да? Нет. А. Что такое? Сейчас объясню. Например, сейчас банка. Нет, окружение. 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 Например, ты хочешь стать каким-то. Допустим, если у тебя есть огурец, да, свежий, и хочешь, чтобы он стал соленым, что тебе надо сделать? Надо поместить вот этот огурец в банку с солеными огурцами, и со временем он станет опять же соленым. Ага. Скажем так. Получается, чтобы стать кем-то, вам нужно общаться с людьми, которые уже находятся там, скажем, то есть уже с солеными, да, скажем так. Поняли, да? Понятно? Ага.